Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Собирать народ абхазов 30 лет назад указом Владислава Арденба был создан Государственный комитет по репатриации Абхазии. Депутаты смягчили наказание за употребление марихуаны и ужесточили за вождение в нетрезвом состоянии. Репортаж с очередного заседания сессии Народного собрания. К 95-летию со дня рождения известного абхазского филолога, литературоведа Владимира Анквапа и 30-летию победы и независимости Абхазии международная научно-практическая конференция в Агу. 30 лет назад, 23 марта в 1993 году, во время Отечественной войны народа Абхазии, указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Арденба был создан Государственный комитет по репатриации Абхазии. Госкомитет по репатриации оказывает помощь репатриантам в адаптации, создает условия для возвращения соотечественников, которые в результате трагических событий XIX века были вынуждены покинуть Абхазию. Утром 23 марта участники мероприятия возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арденба и мемориалу славы в Сухуме. А в Абхазском государственном театре вечером 23 марта состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию Госкомитета по репатриации. Наш материал заседания смотрите в пятничном эфире Абаза ТВ. Свой поздравительный адрес на имя председателя Государственного комитета по репатриации Вадима Харазия по случаю 30-летия ведомства направил президент Абхазии Аслан Бжани. В нем, в частности, отмечается: Государственный комитет по репатриации служит ключевым связующим звеном между абхазской диаспорой и Республикой Абхазия. Благодаря работе всех его руководителей и сотрудников стало возможным возвращение на историческую родину наших соотечественников из Турции, Сирии, Иордании, Египта и других стран. Мы хотим, чтобы наши братья за рубежом помнили, что Абхазия – наш общий дом, и мы всегда ждем их возвращения на родину. Так, объединив усилия, мы сможем выстроить сильное, процветающее государство. Спикер Народного собрания парламента Лаша Ашуба поздравил коллектив Государственного комитета по репатриации с 30-летием его создания. В поздравлении, направленном на имя председателя Госкомитета Вадима Харази, в частности, говорится: деятельность Государственного комитета по репатриации ориентирована на реализацию государственных программ репатриации по демографии, социальной защите, трудоустройству, образованию, обеспечению жильем и многому другому. Народное собрание парламент выражает благодарность всем ветеранам и действующим сотрудникам Государственного комитета по репатриации за проделанную работу и желает его коллективу успехов в решении стоящих задач. Министр иностранных дел Инал Арденба направил поздравительный адрес по случаю 30-летия Государственного комитета по репатриации. В поздравлении, в частности, говорится: со дня основания комитет вносит неоценимый вклад в укрепление отношений с абхазской диаспорой и единство абхазского народа. Желаю всему коллективу и ветеранам Государственного комитета по репатриации дальнейших профессиональных успехов на благо нашей Родины, мира и процветания. Депутаты смягчили наказание за употребление марихуаны и ужесточили за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь за курение каннабиса административный арест от 3 до 10 суток или штраф 12 тысяч рублей. А вот вождение в нетрезвом виде повлечет за собой лишение прав на полгода и штраф 30 тысяч рублей. Об этих и других решениях депутатов Народного собрания расскажет Надежда Боровикова. Заседание сессии парламента началось с обсуждения повестки. Спикер Лаша Ашуба предложил отложить вопрос об избрании уполномоченного по правам человека, так как один из соискателей находится за пределами Абхазии. Кроме того, из повестки были исключены 2 земельных вопроса. Депутатка Анкварча напомнила о постановлении, которое депутаты направили в Кабинет министров больше месяца назад и до сих пор не получили ответа. Речь в нем шла о законности соглашения о передаче в аренду санаториев МВО и ПВО. Хара уже закон и тогда абхара пела газрус хит убрея харбет харихи и ахта закцара я инакуршена и картарани каза саусва еще вдовший катазан я кчурм зетазахана сара бсала галажа асот удитали фадуго алхас барцес дуго комитет кала алацана Абхарутат Шахазуана, Апоза министр
значит, Бесланку права и министр Гедугов Гарцис وبرت خريك عبخرا راح تتزغنا يقوس زغنا بري حدا حكوا زكسارة بري خلف شرار تتربيته ярм تتربيته. Предложение Кана Кварчия было решено обсудить позже в рабочем порядке. Депутат Инар Гицпа представил поправки к закону о финансовой аренде или, иными словами, о лизинге. Этот закон был ранее принят в первом чтении. Я предлагаю внести уточнение, которое определяет, что физическое лицо – это зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Почему? Потому что предпринимательской деятельностью занимается лицо, которое уплачивает определенный вид налогов. Да? Здесь этого определения не было. Следующий, на мой взгляд, основная поправка, она предполагает исключение объектов жилищного фонда из оборота данного закона. Вот в статье 4 говорится о предметах, которые не могут быть использованы в виде лизинга. И тут говорится о том, что это земельные участки и другие природные объекты, объекты, изъятые из оборота. Да? И я вот предлагаю добавить еще сюда норму, которая исключит объекты жилищного фонда из оборота лизинга. Данные предложения были одобрены. Народные избранники утвердили закон о лизинге во втором и окончательном чтении. Депутат Бадрик Пилия представил поправки в закон о туристической деятельности. В законе не предусмотрено, что люди, которые занимаются, учатся в высших учебных заведениях или средних специальных заведениях, или по окончанию школы, прошедшие курсы деятельности экскурсовода, могут заниматься этой деятельностью. Но изучив данный вопрос, на комитете присутствовали с Министерства туризма люди, специалисты, изучив данный вопрос, мы хотим внести изменения, чтобы эти люди, то есть студенты или учащиеся, которые пройдут курс для того, чтобы быть экскурсоводами, трехмесячные курсы, которые организованы, чтобы могли летом этой деятельностью заниматься. Депутаты одобрили поправку в первом чтении. Дмитрий Маршаня представил изменения в закон о Национальном банке Абхазии. Кандидатом на должность председателя Банка Абхазии может быть гражданин Республики Абхазия, имеющий высшее экономическое образование, обладающий опытом профессиональной деятельности на руководящей должности в банковской системе либо организации банковского аудита не менее 3 лет. Председатель Банка Абхазии не может быть состоять в родственных отношениях с президентом Республики Абхазия, вице-президентом Республики Абхазия, спикером Народного собрания, премьер-министром Республики Абхазия. Предложения вызвали ряд вопросов. Депутаты одобрили законопроект только в первом чтении, с тем, чтобы доработать ко второму. Во втором и окончательном чтении депутаты одобрили постановление о смягчении наказания за употребление марихуаны. Что у нас нету вообще разграничений в законодательстве, в подзаконных актах, нету разграничений тяжелых наркотиков и легких наркотиков. Поэтому мы сделали для каннабиса, значит, мы сделали, если у нас сегодня административный штраф составлял 15-30 суток, мы сделали 3,10. Также поправка у нас касается, если гражданин, значит, понес наказание в течение 15 суток, его не могут по этой же статье привлекать. Ну, потому что есть специфические какие-то вещи, так как в крови еще остается, да, в крови остается, даем возможность гражданину, чтобы организм очистился, да, чтобы не получалось так за одно и то же нарушение, чтобы он постоянно там в течение 15 суток, чтобы он сидел. Народные избранники также снизили штраф, которым в некоторых случаях заменяется административный арест за употребление каннабиса с 42 до 12 тысяч рублей. На мой взгляд, не совсем справедливо. Почему? Потому что по сегодняшнему нашему законодательству лицо, находящееся за рулем в пьяном состоянии сегодня, да, пока на эту минуту, так скажем, он должен платить штраф 12 тысяч. Человек, который употребил наркотические средства, сидит на лавочке перед домом, должен платить 42 тысячи в случае замены. Ну, в этом плане не совсем, на мой взгляд, это справедливо, поэтому предлагается такая норма поменять. Целый ряд поправок для усиления ответственности за нарушения в области дорожного движения представил Дауд Хутаба. Этот пакет поправок был направлен из администрации президента и широко обсуждался в рамках комитетских заседаний, поэтому голосовали за каждую поправку отдельно. Сначала депутаты одобрили предложение не ужесточать наказание за нарушения, связанные с пересечением сплошных полос. Согласились, что качество дорог порой вынуждает водителя совершать такие нарушения. Учитывая
вот то состояние, в котором у нас находится сегодня дорога, у нас очень часто невозможно не пересечь сплошную линию, в том числе и в городе, да. И поверьте, да, и межгород тоже, на самом деле, очень много таких мест. Честно говоря, посчитали нужным подготовить поправку о том, чтобы исключить эту норму, то есть оставить так, как есть на сегодняшний день, чтобы не увеличивать ответственность, не выделять в отдельную статью, а именно в рамках действующего законодательства там точно так же предусмотрен штраф, наказание предусмотрено, и действовать именно в этом направлении так, как было раньше. Вторая поправка – предложение увеличить штраф за вождение в нетрезвом состоянии с 12 до 30 тысяч рублей, а также применять лишение водительских прав не со второго нарушения, как сейчас, а с первого. Со стороны администрации президента была предложена сумма 800 минимальных размеров оплаты труда, то есть 48 тысяч. Как я уже говорил, были разные мнения. Кто-то предлагал оставить 48, кто-то предлагал 24. В итоге коллеги, для того, чтобы поправка сама по себе, чтобы она более-менее была поддержана коллегами, мы пришли к какому-то общему консенсусу именно в 500 НРО, то есть 30 тысяч. При этом остается также лишение права управления транспортным средством на полгода. Да, с первого раза. Эта поправка вызвала больше всего обсуждений. Звучали опасения, что увеличение штрафа спровоцирует рост коррупции, что правильнее применять одно наказание – либо штраф, либо лишение прав. Им противопоставляли мнение, что ситуация на дорогах требует максимального ужесточения наказания. За одно и то же нарушение и права отнимаем, и деньги отнимаем. Я не понял. Вот здесь, только что недавно мы другой закон обсуждали, где Дмитрий Александрович говорил, что за одно и то же действие, чтобы не нарушали, то есть не наказывать два раза. То есть в одном случае мы говорим, что за одно и то же нарушение нельзя два раза наказывать, а в другом случае мы за одно и то же нарушение два раза хотим наказать. Если у меня права отнимут, я не буду платить, и все равно мне по истечении того срока, который определено, что права забирают, мне в любом случае по истечении этого срока мне права вернут, никуда не денутся. Зачем я должен платить? Мы начали торговаться просто. Какой консенсус может быть, когда у нас с Нового года мы все говорим, что 5-7 трупов у нас на дороге в нетрезвом состоянии люди, которые были. Мы сегодня кому должны шанс дать? Потенциальным убийцам? Мы в этом должны о чем-то договариваться, когда мы должны жесткие меры принимать. 20 тысяч, 30 тысяч, 14 тысяч, 12 тысяч. Я полностью согласен с решением администрации президента по сумме штрафов 48 800 брод. Почему? Я предложил и до этого тоже. Давайте мы примем данный закон именно в этом виде. Для того, чтобы мы посмотрели в течение одного года, как статистика, что статистика нам поможет. Может быть, мера непопулярная, но она необходимая на сегодняшний день определенно. Начало года у нас ознаменовалось очень печальными событиями, и поэтому мы не можем быть безучастными к этому процессу. С другой стороны, я и разделяю опасения части депутатов, связанных с коррупционной составляющей и так далее. Я не хочу ни о ком говорить, но хочу сказать, что парламент через год и в течение года будет внимательно смотреть за этой ситуацией, и надзирать за ней наших возможностей. И то, что мы сегодня делаем, это прежде всего, конечно же, попытка сохранить жизни наших граждан. И с другой стороны, это кредит доверия со стороны депутатов правоохранительной системы. И я думаю, что этот кредит доверия правоохранительная система, в частности органы внутренних дел, должны оценить и использовать во благо нашего народа. Иначе мы будем впоследствии идти по пути пересмотра этих законов. Депутат Дмитрий Маршаня поинтересовался у представителя контрольной палаты о коррупционных преступлениях среди сотрудников ГАИ, выявленных в ходе прошлогодней проверки данного ведомства. Исполняющий обязанности председателя Зураб Отарба сообщил, что эти материалы не подлежат разглашению. Там есть ряд нарушений, но этот материал под грифом «секретно» для служебного пользования. Он передан в парламент и во все инстанции. Мы озвучивать эти нарушения не можем.
по той причине, что этот материал под грифом для служебного пользования. Поправку о повышении штрафа и лишении прав одобрили 19 депутатов, 8 проголосовали против. Только одну поправку из предложенных Даутом Хутаба депутаты не поддержали. Ее суть в том, чтобы не применять административный арест ко всем, кто второй раз попадется пьяным за рулем. Нам в том законопроекте, который был предложен, предлагалось, что повторное в течение года управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, влечет административный арест на 15 суток. Ну, честно говоря, я слушал вот на мой взгляд, да. То есть это получается, что это не имеет значения взрослый человек, не имеет значения мужчина, женщина. То есть каждый, кто повторно задержан, будет задержан на 15 суток. Но я считаю это неприемлемо. Моя поправка заключается в том, что на усмотрение судьи либо 5 суток с лишением, либо штраф 800 МРОТ с лишением. То есть это, чтобы судья мог определиться, можно этого человека на 15 суток посадить или нельзя его. 11 депутатов проголосовали за, 10 против, 2 воздержались. Еще одна поправка из пакета ужесточений, скорее смягчающая. Она вводит минимальное допустимое содержание алкоголя в крови. Мы вводим минимальные промилле, как это действовало в России, так же, как есть в Российской Федерации, 0,3 промилле. Это, как вы знаете, много раз к нам люди обращались с тем, что там вчера выпил, то есть человек уже не в состоянии опьянения, какие-то остаточные минимальные значения показывают и его штрафуют. Раз мы увеличиваем штрафы, то, наверное, логично, что мы людям поможем и хотя бы в том, чтобы, не находясь в состоянии опьянения, да, чтобы их не штрафовали. Есть спиртосодержащие лекарства. То есть, да, есть такие моменты, когда минимальный какой-то показывает, но в соответствии с сегодняшним действующим законодательством это достаточно для того, чтобы его оштрафовали. Спустя 1,5 часа после начала заседания 7 депутатов покинули зал. Алхаз Барцец обратил на это внимание и просил помощников пригласить избранников обратно, чтобы они приняли участие в голосовании. Когда коллеги вернулись, спикер Лаша Ашуба отметил, что быстрее других устают именно молодые депутаты. Представители старшего поколения находят в себе силы не выходить во время сессии. Поправку о допустимом содержании алкоголя в крови одобрили 28 депутатов. Последние изменения в пакете депутаты тоже поддержали. Со стороны администрации президента, то есть предложение заключалось в том, чтобы предоставить возможность сотрудникам МВД самим решать, то есть уже без участия судейского корпуса. То есть, да, мы пришли к выводу о том, что не стоит этого делать сегодня в рамках административного судопроизводства, чтобы так же, как и было, чтобы это все оставалось. Да, поэтому поправку эту также прошу поддержать. После того, как все поправки были рассмотрены по отдельности, депутаты проголосовали за принятие всех изменений во втором и окончательном чтении. 26 голосов за, 3 против. С целью возобновить выдачу видов на жительство иностранным гражданам, депутаты рассмотрели возможность внесения изменений в закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии. Дело в том, что в соответствии с этим законом вообще вот выдача видов на жительство, что определенные виды деятельности, которыми должна была заниматься миграционная служба, в свое время были временно возложены на Министерство внутренних дел, на его территориальные органы. Это вот ситуация, например, вот конкретно в последнее время мы часто ее обсуждаем с видом на жительство. Но проблема в том, что у них в этом году, в декабре месяце как раз закончилось это время, то есть на них эта деятельность была возложена до 31 декабря 2022 года. И сейчас, получается, у нас мы пришли к ситуации, когда сегодня никто не может вид на жительство выдать в нашей стране. Поэтому, учитывая, что миграционная служба пока еще не готова к тому, чтобы принять на себя эти функции, предлагается внести изменения, а именно просто сейчас... Секундочку. В части 3 статьи 34 слова «до 31 декабря 2022 года» заменить словами «до 31 декабря 2027 года». Некоторых депутатов смутил срок пролонгации, поэтому поправку одобрили только в первом чтении. В повестке остались земельные вопросы, все они были одобрены. Так, имущественный комплекс «Сухумское рыболовецкое хозяйство», оцененный в 11 миллионов 800 тысяч рублей, внесли в перечень объектов, подлежащих приватизации. 1,2 гектара земли в Тамыше передали в аренду ООО «Тамыш
«Бионд» для разведения креветок. 6 соток земли в Гуль-Рипше перевели из категории сельскохозяйственное назначение в земли населенных пунктов, а в селе Хыпста 65 соток выделили под строительство промышленной базы. Надежда Боровикова, Сосрыко Агуха, Саид Агуха, Абаза ТВ. За большой личный вклад в дело признания независимости Республики Абхазия и укрепления и развития абхазо-российских межгосударственных отношений президент Абхазии Аслан Бжани наградил орденом Махдзябша первой степени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Об этом говорится в указе президента, подписанном 21 марта. Обеспечение национальной безопасности России и Абхазии в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве обсудили на встрече в Москве секретари Совбезов Николай Патрушев и Сергей Шамба. В ходе рабочей встречи в Москве стороны подписали план сотрудничества между аппаратами Советов Безопасности на 2023-2024 годы. Документ предусматривает мероприятия по укреплению взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов. 21 марта состоялся круглый стол с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в России по вопросам приема иностранных граждан на обучение в РУДН и развитие международного сотрудничества. От посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в мероприятии приняли участие второй секретарь посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, координатор платформы «Будущее Абхазии» на базе посольства Абхазии в России Ринат Бения, помощник министра иностранных дел Республики Абхазия Станислав Каджая. К 95-летию со дня рождения известного абхазского филолога и литературоведа Владимира Анквап и 30-летию победы независимости Абхазии международная научно-практическая конференция «Родной язык, литература и фольклор. Современность и перспектива» открылась в четверг в Абхазском государственном университете. Организаторы научного форума филологический факультет АГУ и Центр абхазо-адыгской филологии имени Владимира Анквап. Подробности в материале Анастасии Никоновой. Международная научно-практическая конференция «Родной язык, литература и фольклор. Современность и перспективы» посвящена 95-летию со дня рождения известного абхазского филолога-литературоведа Владимира Анквап и 30-летию победы и независимости Абхазии. Абхазский народ гордится своими представителями, которые своей профессиональной деятельностью внесли заметный след в той или иной области. В этом ряду значительное место принадлежит и Владимиру Платоновичу Анквап. В программе нашей конференции предусмотрены доклады и выступления, посвященные непосредственно жизни и творчеству Владимира Анквап. Есть темы, касающиеся различных проблем сохранения и развития родных языков, национальных литератур, фольклора и многих других актуальных вопросов. Позвольте перечислить республики и учреждения, которые представлены в работе конференции. Это Адыгейский государственный университет, Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Кирашева, Центр адыгской культуры имени Ципинова, Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова, Карачаево-Черкесский государственный университет имени Алиева, Чеченский государственный педагогический институт, отделение кавказских языков и культуры университета Дюзже, Республики Турция. От имени ректора АГУ гостей конференции поприветствовала проректор по научной работе Джульетта Адлейба. По ее словам, подобные конференции в первую очередь необходимы молодому поколению. Уважаемые коллеги, я от имени нашего государственного университета, от коллектива нашего университета, от коллектива нашего известнейшего, кем мы гордимся, руководителя, академика Олега Алексеевича Гварамия, приветствовать вас и пожелать вам плодотворной работы. Вам, нам. Я действительно всегда хочу оговориться, когда я говорю «вы», когда говорю «я», когда говорю «наши гости», потому что я не считаю, как и все представители наших народов, ни себя, ни наших представителей за хребтом, который нас разделяет, гостями, ни тех, не вас, чьими представителями за хребтом являетесь вы. Мы один народ. У нас одни заботы, у нас одни цели. Первой из гостей выступила доцент Кабардино-Балкарского госуниверситета Мадина Изаова, которая зачитала приветственный адрес от имени ректората КБГУ. Глубоко уважаемый Олег Алексеевич, в течение многих лет ваше учебное заведение является ведущим в братской Абхазии в области просвещения, которое воспитало в своих стенах истинных служителей науки и образования. Огромного уважения и признания заслуживает ваша работа по повышению духовного развития молодежи страны, деятельность в сфере укрепления дружбы стран на благо будущих поколений.
Известно, что адыгские и абхазские народы исторически имеют общие корни. Отрадно, что данный факт ценен для наших детей. И мы считаем, что скрепленные узами братства и дружбы наши высшие учебные заведения должны сотрудничать, опираясь прежде всего на общие культурные ценности. Профессор кафедры черкесской и абазинской филологии Сергей Пазов отметил, что Центр абхазо-адыгской филологии будет объединять научных сотрудников со всего Кавказа. Награждается Анкваб Ахра Владимирович, директор Центра абхазо-адыгской филологии Абхазского государственного университета, за значительный вклад в укрепление научных связей и развитие и пропаганду молодежных научных работ, организацию проведения совместных с учеными нашего университета исследований, направленных на сохранение и развитие абхазского и абазинского языков. От имени ректора ждем еще активизации. Абхазский поэт, литературовед, общественный деятель, кандидат филологических наук, доцент кафедры абхазской литературы Сухумского государственного педагогического института Владимир Анкваб внес огромный вклад в развитие абхазской филологии, отметил в своем выступлении директор Абиги Арда Ашуба. Отрадно то, что сегодня в Абхазском государственном университете открывает Центр абхазо-адыгской филологии имени Владимира Платоновича Анкваб. Это мудрость нашего ректора. Действительно, я горжусь, потому что в Абхазском государственном университете давно уже читали адыгскую филологию, как художественную литературу, так и языки. Отрадно то, что именно имя Владимира Платоновича носит. Владимир Платонович был наставником, поэтом, ученым, педагогом с большой буквы. Вокруг него всегда собирались молодые, считали его как родным отцом. Он был авторитетом тогда, но отрадно то, что это большая награда после смерти такого великого гражданина, человека, его имя носит, который объединяет нас всех, Центр абхазо-адыгской филологии. Владимир Анкваб вырос в селе Хуап Гудаутского района. Там же сегодня есть школа имени абхазского ученого. Ее ученики прочли стихи об абхазском языке и литературе. Далее состоялось пленарное заседание, на котором ученые Абхазии и республик Северного Кавказа представили свои доклады. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатовая. В Сухуми высадят 50 корней магнолий, сообщается на сайте столичной администрации. Инженер-специалист по благоустройству столицы департамента ЖКХ администрации Сухум Кама Кутеля рассказала, что закуплено 50 корней магнолий. Они будут высажены на улицах Абазинской и Владимира Аршба, на проспекте Аяйра и в парке имени Тараса Шамба. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями КТК проверили торговый объект в поселке Агудзера Гулрипского района. В ходе осмотра объекта была обнаружена и изъята алкогольная продукция без марок акцизного сбора. 36 бутылок, ранее ввезенных на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил. Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознаний и таможенных расследований Государственного таможенного комитета. Заслуженный журналист Абхазии, актриса Элеонора Когоня 23 марта отмечает юбилей. Союз журналистов Абхазии поздравил Элеонору Когоню с этой знаменательной датой. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 24 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром дождь, туман. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 10-15. Температура морской воды плюс 9 градусов.
На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.